Здравствуйте. Время вечерней смены на канале «Осетия». В студии Алана Гадзацева. Проведите уютный телевечер с нами. В Северной Осетии впервые проходит летняя школа МГИМО. Главная тема – совершенствование компетенций российских регионов для повышения их туристической и инвестиционной привлекательности. В мероприятии принимают участие 20 студентов МГИМО и 30 студентов СОГУ, СКГМИ и ГАУ. В программе школы лекции, мастер-классы, семинары, обсуждение современных вопросов в области экономики, управления, политики, туризма. А также проходят круглые столы специалистов в области высшего образования. Все детали в нашем эфире. Здравствуйте, уважаемые гости. Приятно видеть вас в нашей студии и в нашей республике. Школа МГИМО проходит впервые в Осетии согласно тем договоренностям, которые были достигнуты между главой региона Сергеем Миняло и ректором, собственно, МГИМО. Расскажите вот о главной значимости, о главной цели и о значимости самой этой школы. Почему было принято такое решение проводить школу в Северной Осетии? Здравствуйте. Как вы правильно сказали, что в рамках соглашения, которое было подписано на Питерском экономическом форуме между главой республики и нашим ректором Анатолием Васильевичем Туркуновым, было принято решение подписать соглашение о сотрудничестве. Они его подписали. И вот первым шагом в рамках реализации этого соглашения стала как раз наша летняя школа МГИМО в Республике Северная Осетия. Наверное, основным тезисом, в чем значимость этой школы, я бы отметила, что, во-первых, это познакомить студентов МГИМО с традициями, с культурой региона, чтобы они увидели. Мы не в первый раз проводим летнюю школу, у нас традиционно на протяжении 10 лет проходит школа в Сочи. Также мы ездим и возим студентов в стройотряды на Байкал. Мы проводим в Карелии, у нас сейчас пройдет школа. И вот мы хотели в Северной Осетии именно провести тоже такой формат, потому что это замечательная интеграция студентов между собой. У нас большое сообщество аланское, в него входит 75 студентов МГИМО. И мы вот хотели интегрировать таким образом студентов и плюс, конечно, познакомить с культурой, традициями и вообще в целом с регионом. И пытаемся как-то наших студентов вывозить в различные регионы, чтобы они знакомились с ними. Сегодня первый день, прошло открытие. Расскажите о тех впечатлениях, которыми уже можно поделиться на текущий момент. Что главное для вас сегодня произошло? Ну, открытие у нас состоялось, день начался с того, что наши студенты провели совместно с представителями университета в Северной Осетии команда образования. Они познакомились друг с другом, узнали друг друга получше. И далее у нас стартовали лекции, лекционный формат, и также открытие школы у нас сегодня прошло. На открытии присутствовал и отвечал на вопросы, и вступительным словом торжественным обратился к ребятам глава республики Сергей Иванович, а также проректор наш по международным связям и молодежной политике Станислав Игоревич Суровцев. И такой формат свободного общения, да, с главой республики и для наших ребят, и для, уверена, ваших студентов. Это очень хорошая возможность задать те интересующие вопросы в таком неформальном формате, когда они могут спросить любой интересующий вопрос. И вот ваш глава, как раз он был, так скажем, заинтересован в том, чтобы это было вот действительно так от души, и чтобы это было то, что их действительно интересует. И, на мой взгляд, очень хорошо прошел этот диалог, и ребята остались довольны и впечатлены. Также у них сегодня были лекции и по гастрономии, у них сегодня были лекции по истории, у них сегодня различные форматы были, и еще впереди их ждет большая насыщенная программа, это как и культурная, образовательная, это творческая, да, то есть экскурсионная. И спасибо огромной администрации республики за такой прием, это действительно очень ценно и важно для нас. К Евгении хочу обратиться. Вы так живо реагировали на ответы Нарине. Вот скажите,
Скажите, для вас самое главное впечатление от сегодняшнего дня, первый день, и что вы вот в предвкушении уже пребываете, каких событий в рамках летней школы вы ждете? Первый день нашей летней школы действительно выдался особенным. Как говорила уже Нарина Юрьевна, он начался с игры на командообразование, где я была одним из модераторов. И хочется сказать огромное спасибо ребятам Остинских университетов. Они с огромной теплотой нас приняли. Вместе мы провели чудесные 1,5 часа. Дальше у нас уже были лекции, да, все верно. И действительно хочется сказать большое спасибо в целом принимающей стороне, потому что она делает наше нахождение здесь не просто вот исторически значимым, как для отношений МГИМО и Северной Осетии, так и в целом очень теплым. Что я ожидаю от последующих дней здесь? Наверное, не меньшего количества эмоций. У нас дальше не менее насыщенная программа, и я надеюсь, что она пройдет замечательно. Угу. Ну, вы уже, значит, как успели познакомиться со студентами, с ребятами. Вы прежде участвовали в летних школах или это ваш первый опыт? Это моя первая поездка в летнюю школу, и я на самом деле действительно очень рада, что она исторически значимая. Угу. Ну да, уникальное событие. Первый раз она проходит в Осетии, и для вас она первая. Здорово. Скажите, вот из знакомства с ребятами вы что-то для себя извлекли? Какие-то особенности, может быть, вот нюансы? Вы сказали, что тепло, уютно, а вот это общение, как вам кажется, оно продлится, оно будет развиваться в дальнейшем? Мне очень хочется верить, что да, и я бы хотела сделать акцент на том, что, я надеюсь, это наша первая и не последняя встреча здесь, в Северной Осетии. Хотела спросить вот о чем, Нарина, вас хочу спросить. Как проходил отбор ребят, которые принимают участие со стороны МГИМО, ну и в том числе и отбор наших ребят? У нас в целом одна система отбора на все наши поездки, да, и подобного формата. Это представители студенческих организаций, то есть это активисты. У нас очень много студенческих организаций, они очень крупные. Это Совет землячеств, и Сообщество российских студентов, это и политические клубы, это юридические клубы, это волонтеры, которые невероятный вклад вносят в развитие волонтерского движения. Это патриотический центр. И каждый из них на протяжении года очень много работает. Именно несмотря на то, что в МГИМО очень серьезные образовательные процессы, это языковые процессы, но также ребята находят время на то, чтобы уделять свое время, да, вот такой вот общественной деятельности, социокультурной. И поэтому те ребята, которые наиболее себя проявляют на протяжении года, собственно, они рекомендованы своими руководителями для таких поездок. Вот сюда именно таким образом были набраны лучшие ребята, которые проявили себя наиболее активные на протяжении года были, и они, собственно, сюда прошли вот по такому формату. А насколько мне известно, что и студенты университетов Северной Осетии, да, практически там по 10 человек от каждого университета были представлены, тоже были рекомендованы своими руководителями, это тоже очень активные ребята с хорошей успеваемостью. Вот. И сегодня на встрече с ними мы поняли, что ребята действительно очень достойные, с прекрасным воспитанием, они нас встретили, они нас проводили, они всячески пытались нам помочь, как-то направить, куда пройти, как там встречали нас, и за это огромное им тоже спасибо. Угу. Главная тема школы – это повышение туристической и инвестиционной привлекательности регионов. Вот расскажите о содержании лекций, о вообще контенте, который входит в программу школы. Да, значит, программа у нас, как мы уже говорили, очень насыщенная. Программа, она уникальна тем, что она строится как и для студентов, так и идут параллельные процессы для, например, у нас в рамках программы предусмотрена лекция, даже не лекция, а такой мастер-класс от нашего специалиста с кафедры русского языка, то есть преподавание русского языка как иностранного. Эта встреча пройдет с представителями
профессорско-преподавательским составом университетов. Это приедет наш специалист в этой области, она им проведет мастер-класс, поделится методичками, книгами в этой направленности, да, которые находятся в МГИМО. Это вот тут не участвуют студенты, а именно вот в формате профессорско-преподавательского состава. То есть она вот уникальна, что она разные направления охватывает. Что касается студентов, у нас много спикеров. У нас, значит, сегодня проректор наш рассказывал ребятам. Сейчас мы очень сильно развиваем международное сотрудничество, очень активно. У нас, вот он буквально недавно вернулся с Индии, подписали там соглашение с университетом. Недавно был тоже в Африке, подписали там соглашение с университетом. То есть рассказываем ребятам о возможностях сотрудничества в рамках международной повестки. А также у нас в рамках программы представлены представители главного офиса открытия. Да, вот приехал к нам ваш соотечественник тоже, чтобы рассказать ребятам об особенностях банковской сферы. Также у нас в рамках программы депутат Госдумы тоже приезжает по протоколу и по дипломатическому протоколу. И ребят тоже будет в этой сфере, да, так просвещать. У нас планировалась тоже вот встреча с проректором ГИМО по развитию, который бы рассказал ребятам как раз по туризму, по туристической привлекательности, потому что МГИМО сейчас тоже это очень такая тема актуальная. Также в программу, ну если говорить об образовательных блоках, входят, как я уже сказала, медиасопровождение. Вот мы привезли нашего специалиста по медиа, который сам создал различные, то есть это студенческие медиа, но на сегодняшний момент в университете, то есть есть система, которая работает, то есть отслеживает каждую студенческую организацию, сколько постов, какие охваты, какие просмотры. То есть это одна система, в которую можно зайти и просто сразу все это увидеть. А у нас студенческих организаций порядка 50. Вот, соответственно, мы это все тоже мониторим, смотрим, и вот как раз наш представитель тоже расскажет ребятам о том, как именно работать в сфере медиа, как освещать, как это все преподносить так, чтобы это было красиво и интересно. Вот, собственно, это вот та малая часть, которую я вам сейчас озвучила. Ну и понятно, что еще с вашей стороны были представлены тоже лекторы и культурные программы, и мастер-классы различного характера. Угу. Ну, я думаю, вам еще предстоит для себя открыть наш регион и с культурной точки зрения, и с точки зрения более близкого знакомства с людьми, с особенностями какими-то национальными и так далее. Но очень важен, да, вот этот научный обмен, в том числе и образовательные программы. Хочется вот спросить Евгению, вот для вас главное, что вы хотели бы забрать отсюда, пройдя летнюю школу? В первую очередь это воспоминания и это знакомство. Возможно, я уже говорила ранее, но для меня, например, поездка сюда, в Северную Осетию, это отличная возможность познакомиться как с культурой, так и с представителями Северной Осетии. С ребятами мы уже познакомились, и дело осталось за малым — посмотреть, например, природу, горы. Угу. А вообще у вас какие-то представления об Осетии были, когда вы сюда ехали? Ну, там можно в Википедии почитать, например, ну или еще как-то познакомиться, чтобы понять. Вот часто такое бывает, что когда люди приезжают в Осетию, у них бывают, особенно молодые люди, у них бывают какие-то свои ожидания, представления довольно стереотипные. И, как правило, когда новые люди попадают в регион, эти стереотипы быстро рушатся. Вот у вас были какие-то такие ожидания? Наверное, заранее у меня никаких стереотипов не было. Я решила для себя, так скажем, поехать с чистого листа, познакомиться без какого-либо предвзятого мнения именно с культурой. И пока что очень радует. Я думаю, что дальше будет только лучше. Нарина, скажите, а вот главный результат работы школы по ее завершению, вот что послужит таким главным критерием, что да, все удалось? Ну, вы знаете, у нас, как я уже говорила, что для ребят это такое, наверное, поощрительное мероприятие, да, нежели такой формат какой-то прийти к какому-то там завершению, да, и я думаю, что для ребят это действительно очень важное знакомство, это очень важен опыт коммуникации.
И у нас все участники школы в конце получают сертификаты участников школы, которые за подписью Анатолия Васильевича Туркунова и за подписью Сергея Ивановича Меняйла. Для них это такая благодарность и диплом за участие в этой школе. И вот по итогу на закрытии мы обязательно им это вручим как такое напоминание, да, воспоминание о летней школе. А если говорить конкретно про то, что она им даст, вот я уже говорила ранее, что тут задача наша интегрировать студентов между собой. В том числе школа, она многонаправленная. Она направлена на студентов, на их интеграцию, она направлена на создание дорожной карты в рамках нашего соглашения о сотрудничестве. Это и в рамках туризма, это в рамках образования, культуры. То есть очень много сейчас направлений в рамках нашего соглашения. Вот, собственно, в данный момент сейчас коллеги это все обсуждают в Доме правительства, да, и будем вот ждать результатов этой дорожной карты. И следующий год, и вот в Осетии, да, столетие празднует. МГИМО празднует 80-летие, и мы вот тоже очень сейчас будем активно взаимодействовать и работать над какими-то совместными мероприятиями в рамках, вот в следующем году в рамках наших юбилеев. Вот. Я думаю, что вот как раз в рамках этой школы мы как раз тоже вот придем к каким-то совместным мероприятиям, и, возможно, студенты сделают и придумают вместе вот с вашими студентами какие-то мероприятия студенческие в рамках вот этих двух юбилеев, и вот надеюсь, что мы их воплотим в следующем году. Да, вы уже предвосхитили мой вопрос. Я как раз хотела спросить о продолжении сотрудничества, о планах в рамках уже упомянутого соглашения. Ну, вы по касательной затронули эти сферы, но все-таки давайте вот подчеркнем, какие конкретные направления коснутся сотрудничества. Это культура. То есть это мы, вот, я не буду сейчас озвучивать, да, вот всю дорожную карту, но могу сказать, что это в рамках культурных мероприятий сотрудничества, в рамках образования, обмена опытами, как между студентами, так и между, в сфере научной деятельности. Мы максимально будем способствовать тому, чтобы наши преподаватели, чтобы наши профессора обменивались опытом, и чтобы мы вот их тоже как-то интегрировали друг с другом. Обмен литературой, безусловно, это тоже все предусмотрено. В рамках туризма, конечно же, тоже эта сфера, она не может быть не упомянута, она сейчас на повестке дня. Также в рамках летних школ, вот мы сейчас провели летнюю школу, мы думаем о том, что в следующем году мы тоже будем, она может тоже стать традиционной, может быть, формат изменится, может быть, это будет зимняя школа, а не летняя, вот, так как у вас позволяют тут возможности, и горный кластер есть. Вот, поэтому все направления деятельности, они будут затронуты в той или иной мере. Вот, но вот то, что я обозначила в рамках юбилеев, это точно вот уже сейчас планируем, и я думаю, что вот ребята, студенты, как раз они тоже вот за эту неделю должны совместно придумать какие-то студенческие мероприятия, которые мы сможем именно по инициативе студентов провести. Что ж, большое спасибо. Мы желаем вам успехов в вашей работе и чтобы действительно все ожидания оправдались. Спасибо большое. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Школа молодого военкора – это новый совместный проект ЛДПР с военными корреспондентами. В течение августа у молодых людей от 16 до 35 лет будет возможность учиться у журналистов, имеющих колоссальный практический опыт. Во время мастер-классов будут раскрыты основные принципы работы военкоров, закулисье профессии и наработанные годами методики. Проект бесплатный и будет интересен школьникам старших классов, студентам и уже работающим молодым журналистам, а для этого нужно будет подать заявку и пройти отбор. Ну а все детали узнаем прямо сейчас в нашей студии. Здравствуйте, Суслан. Актуальный проект. Профессия военкоров в целом довольно редкая, и в любое время военкоров много не бывает. Но сейчас наша страна находится в особенных обстоятельствах, когда спрос на военных корреспондентов и на объективную оценку политической картины очень велик.
И понятно, что проект крайне актуален. Вот расскажите о самой идее создания этого проекта и как он будет реализовываться в ближайшее время. Проект уникальный на самом деле. Презентовал ее наш лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 5 июля, когда он встречался с военными корреспондентами, ведущими военными корреспондентами нашей страны. Поддержка была оказана со стороны военкоров нашей страны, которые готовы реализовать этот проект. Как вы правильно сказали, в течение августа будет проходить набор для всех желающих в возрасте от 16 до 35 лет, всех желающих, как я уже сказал, зарегистрироваться на сайте и начать проходить онлайн-обучение. После того, как ребята пройдут онлайн-обучение, будут отобраны лучшие, которые уже в очном формате в Москве пройдут и продолжат дальнейшее обучение с военкорами нашей страны. И в дальнейшем это все те наработки, которые и всему тому, чему они научатся, они это все могут уже применять на практике. Актуальность данной проблемы, конечно, вызвана на протяжении всей специальной военной операции. Очень много информации, особенно касаемо героических поступков наших ребят, которые выполняют задачи специальной военной операции, они искажаются так называемым Западом, коллективным Западом, который всевозможным своим ресурсом, и, наверное, правильно будет сказать, что у них в этом плане вот это информационное сопровождение, информационная поддержка на более каком-то высоком уровне, чем в нашей стране. Ну и это понятно, в принципе, потому что несколько стран борются против нашей державы. И вот здесь как раз-таки наша задача, наша партийная задача, и в этом плане мы плечом к плечу стоим с военными корреспондентами, обучить молодых ребят для того, чтобы с позиции, с передовой доносить всю ту нужную информацию, а самое главное, правду в массы. Как только у нас пойдет правдивая информация до нашего населения, в первую очередь, это история для нашего подрастающего поколения. Они будут знать, они будут понимать, что на самом деле происходило на передовой в зоне специальной военной операции. Помимо этого, мы будем оперативно получать информацию с мест о тех нуждах и о том, в чем нуждаются наши ребята. И здесь мы будем своевременно реагировать. Но самое главное, это история, и эту историю искажать мы никому не должны позволить. А вообще на какое количество участников рассчитан этот проект? На данный момент порядка 100 человек уже зарегистрировалось. И проект не имеет границ в плане того, чтобы мы кого-то будем ограничивать. Абсолютно каждый желающий может подать свою заявку. До того, пока мы сюда в эфир не пришли, я общался с молодыми журналистами из нашего Северо-Осетинского государственного университета, факультета журналистики. Да, действительно, такая потребность существует у ребят. Да, но в связи с тем, что отсутствуют навыки, знания определенные, потому что все-таки направление специфическое, в этом плане многие не то чтобы боятся, но не хотят выезжать, не вооружены именно теми знаниями, которые им помогут давать ту правду, им помогут давать то, что происходит на самом деле. То есть работа в зоне проведения специальной военной операции, она требует все-таки практических, серьезных знаний и навыков. Ну, фактически это формирование такого кадрового резерва. То есть если ребята, скажем, будут еще совсем молодые, то они смогут пойти там обучаться. Конечно, по этому направлению. Да, извините, да. Это своего рода, если позволить так сказать, социальный лифт для наших студентов действующих, для школьников, старшеклассников, которые свою жизнь хотят связать с журналистикой. И вот этот проект ЛДПР позволит молодым ребятам, молодым кадрам реализовать себя и, скажем так, проявить себя, и уверен, что страна их заметит, и наши ведущие телекомпании их обязательно и на работу возьмут в дальнейшем, и их навыки будут востребованы. Угу. А будет ли возможность на практике как-то проверить свои полученные знания? После того, как я уже сказал, после того, как только
пройдет второй этап обучения в Москве. Это очный этап обучения с военкорами. Уже ребята, которые пожелают, да, и изъявят такое желание, у них будет такая возможность на практике в зоне проведения специальной военной операции на наших новых территориях поучаствовать и уже формировать ту повестку, которая в действительности существует там на местах. Необходимость, как я уже еще раз сказал, это молодежи дать ту правильную информацию, которая им позволит в дальнейшем реализовать себя и выносить в массы правду. Это самое главное. А какие будут критерии отбора участников? Критерии отбора это определяют уже военкоры сами. Понятное дело, что не каждый сможет пройти те этапы обучения, о которых мы говорим, но тем не менее, даже те, которые не пройдут, они не остаются без внимания, они в дальнейшем будут продолжать обучение, и тот, кто будет готов, опять-таки, этому оценку дадут соответствующие специалисты, наши военкоры, а в дальнейшем эти ребята дальше продолжат свое обучение, те, которые не пройдут. Ну, имена военных корреспондентов, они всегда на слуху, поскольку их действительно немного, и в том числе и у наших ребят есть такие примеры, в том числе там из нашей республики есть военные корреспонденты, что важно. Но в целом небольшое количество журналистов даже в нашей республике, если брать, а военных корреспондентов, ну, совершенно нет. И на нашем факультете журналистики не готовят узконаправление военная журналистика, да. Да, вот что важно отметить, здесь именно старшее поколение журналистов, если позволите так выразиться, они просто обрадовались тому, что у них появилась такая возможность передать свои знания, передать свои навыки, научить подрастающее поколение тому, что они в действительности умеют и годами наработанная практика. Не только же на сегодняшний день, там, где проходит специальная военная операция, эти журналисты проявили себя, но и в других локальных войнах, это и в Южной Осетии, это и в Абхазии, и в других государствах, где российская армия защищала мирное население. И вот здесь, опять-таки, огромное спасибо хочу выразить им и нашему соотечественнику Ксанти, да, позывной у него, вот, и много другим ребятам, с которыми лично я пообщался, и они в действительности готовы научить наших ребят. Мы можем называть какие-то конкретные имена военных корреспондентов, которые будут обучать? Вы знаете, когда мы готовились к этому эфиру, один из журналистов, я с ним разговаривал по телефону, который будет вести как раз-таки школу военкоров от ЛДПР, мы с ним разговаривали, и он попросил не называть пока имен по известным причинам. Вот. Ну, как минимум, да, это тематика военная, и не все вопросы просто имеют возможность быть открытыми и прямо обсуждаться в эфире. А скажите, как можно поучаствовать, вот даже наши зрители, которые смотрят, если они заинтересовались, что нужно сделать, чтобы попасть в школу военного корреспондента? На сайте партии ЛДПР размещена ссылка, по которой можно перейти и зарегистрироваться. Если вдруг у кого-то возникнут такие сложности, можно обратиться в региональное отделение ЛДПР, находится на Вишневом саду, Виноградная, 25, и мы поможем и, конечно же, скажем так, направим тех желающих, которые захотят, и поможем зарегистрироваться на этом сайте. Что ж, спасибо. Я думаю, что это интересное направление, интересный проект, который многим людям даст возможность получить уникальное в своем роде образование. Спасибо. Спасибо вам. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. 75 лет исполняется с момента запуска Дзауджикауской ГЭС. Строительство началось еще во время Великой Отечественной войны в 1944 году, а введена она была в эксплуатацию в 1948. Это одна из старейших гидроэлектростанций России. Сейчас она входит в состав северо-осетинского филиала ПАО «Русгидро», а в нашей студии человек, который посвятил больше полувека работе на ДЗАУ ГЭС, это Владимир
поймали. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Здравствуйте. Вот до эфира вы сказали такую фразу: всего лишь 56 лет я проработал на Заужикалской ГЭС. Вот расскажите, как вы попали, вот такая дата предстоит знаменательная, 75 лет, Да. ну и вы вложили немало в то, чтобы эта станция работала, труда, сил, времени. Расскажите, как вы попали, в общем-то, туда. Да, значит, туда я поступил в 1967 году. Вот. Один мой хороший знакомый со школы, он старше меня был, и он работал там. И как-то мы встретились, и он поговорил со мной по специальности, кто и так далее. А я был энергетиком. Он говорит, давай на ГЭС. Ну, поступил и, значит, сперва дежурным инженером, потом, как говорится, прошел все стадии, значит, все должности, которые на Заугесе были, мастером. Вот. А потом, значит, в течение 25 лет возглавил станцию и в течение 25 лет работал начальником Заугес. За этот период, конечно, первое время, пока основательно изучил, значит, все оборудование, потом уже легко было работать. Значит, за этот период, когда я стал начальником ГЭС, через мои руки, как говорится, прошли много учеников прошло. В данное время вот те ученики, которые прошли школу на Заугесе, они сейчас работают начальниками гидростанций, начальниками смен, мастерами. Так что у меня в этом отношении очень много учеников, которыми я горжусь, что они пошли по правильному пути. Я всегда при поступлении на работу нового человека я проверял так, если в течение 5 лет он удержится, значит, в энергетике, с него получится энергетик. Если нет, значит, это не наш человек. Ну, вот типа того, вот так. Ну, человек, который столько времени своей жизни посвятил этой работе, безусловно, любит эту работу. А чем она вас так завлекла, затянула? В целом энергетика, она же разная может быть, но вот вы именно на гидроэлектростанции себя проявили. Во-первых, это интересная работа. И своими, значит, там много процессов до того, как вырабатывается электроэнергия. Там много процессов проходит. Поэтому интересная работа. Тем более сейчас, за последнее время, конечно, то оборудование, которое было установлено в 1948 году, по сравнению с тем, что сейчас есть, это устаревшее оборудование. Но должен сказать, что то оборудование, которое сейчас стоит, которое работает на ГЭСе, оно еще в хорошем рабочем состоянии. Есть такие узлы агрегатов, которые с 1948 года... До сих пор работают? С 1948 года ни разу не менялись, ни разу не подвергались капитальному ремонту. Так что оборудование, как говорится, в рабочем состоянии. Ну, конечно, мы сейчас вводим некоторые изменения с современным понятием, значит, все меняется. Вот. И некоторые узлы устанавливается современное оборудование. Ну,
Где-то, наверное, предусматривается реконструкция, полная реконструкция ГЭС, где будут заменены все оборудование, начиная от турбин и кончая электроникой. А вообще давайте поговорим о значимости самой этой электростанции. Она одна из старейших в России, а для нашего региона что она значит? Ну, дело в том, что в то время, когда построили этот ГЭС, вы правильно сказали, что это строилось во время войны. Строительство было, строили его, значит, это была народная стройка. В основном там работали военнопленные, немецкие военнопленные. И народная стройка, каждый, как говорится, каждый колхоз выделял определенное количество людей, которые должны были отрабатывать определенное количество дней на строительстве ГЭС. Но его значимость в то время была очень громадная, потому что тогда не было таких электростанций в Северной Осетии особенно, да и на Кавказе их было мало. Потом только начали строительство, вот особенно вот, горные реки, это Дагестан, сейчас это самая мощная, значит, гидроэнергетика там. Ну, у нас за последнее время, значит, о значимости, в свое время, это когда здесь работало очень много заводов, то народное хозяйство получало дешевую электроэнергию, потому что гидроэнергетика – это дешевые киловатты по сравнению с атомными, с тепловыми. Так что это имеет огромное значение и по сей день. И, конечно, ничто не может быть эффективным, если нет сплоченного коллектива. А насчет коллектива, да. Вот я проработал 56 лет в этом коллективе. Коллектив, конечно, менялся, но основной костяк коллектива, тем более сейчас очень много молодежи пришли на работу. Молодежь грамотная, коллектив сплоченный. Вот. И я же еще раз повторяю, очень грамотная молодежь пришла сейчас на работу. И вместе с ними легко работается. Так что коллектив у нас очень такой дружный. А скажите, вот какие-то яркие воспоминания, связанные с вашей работой, могли бы поделиться чем-то? Всякое бывает на работе, тем более на такой ответственной. Это, значит, в Северной Осетии самый большой паводок, это был в 1967 году, когда по Тереку, значит, была вода 500 кубов. Это все гидросооружения, мосты по Тереку рассчитаны на 500 кубов. И как раз в 1967 году было вот это вот, и когда смотришь вот то, что творилось тогда, это я запомнил на всю жизнь. Вот. Это, конечно, страшно было все, но все гидросооружения ГЭСа и гидросооружения по Тереку выдержали такой натиск природы. Так что вот это вот как-то запомнилось. Это, получается, ваш первый год работы был? Первый год работы, когда пришел, это вот такое было. Это первый раз был, значит, за все время, значит, вот такое количество воды.
Мгм. Ну, вы прошли весь вот карьерный путь полностью от и до. Вот скажите, вам, наверное, будучи руководителем, было легче, потому что вы знали все узлы, скажем так, работы? Да, до того, как стать начальником ГЭС, я прошел все стадии. Был дежурным инженером, был мастером. Вот. Потом все это, когда своими руками человек прощупает все узлы, все агрегаты, все нюансы познаешь, тогда легко работать. Тем более на моем пути вот это, значит, коллектив всегда попадался очень доброжелательный, хорошие ребята. Ну, конечно, это очень много прошло за эти 56 лет. А скажите, вот в чем основная сложность вашей работы? Основная сложность – это соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием. Это самое главное и самый такой узловой момент. Соблюдение техники безопасности. Так что мы соблюдаем, То есть выполняем нужна все полная концентрация внимания постоянно. постоянное внимание, потому что электричество, оно же его не видно. Вот. И когда не видишь, что к чему и как. Вот. Поэтому... А вот еще такой вопрос я хотела задать. Вот вы не оставляете свою работу, вы продолжаете работать, да? Да, я продолжаю, тем более надо передавать свой опыт молодежи. Вот. Пока, как говорится, Бог миловал, здоровье есть, все есть. Тем более есть что молодежи передать. Вот вы сказали, что много молодежи идет. Вот обычно, когда говорят о промышленности республики в целом, то часто жалуются на то, что молодежь не идет в это направление. Вот вам как кажется, почему так вот получилось именно с ЗАО ГЭС, что молодежь заинтересована и компетентная, как вы говорите, молодежь? Это не только на ЗАО ГЭС, но я имею в виду Русгидро. Вот. Ну, тут такие факторы, значит, во-первых, работа интересна само по себе, а второе – это финансовая сторона. Там, по сравнению с другими предприятиями, у нас оплачивается наш труд нормально, поэтому ребята стараются и тянутся туда. Вот. У нас каждый год проходят они повышение квалификации. Это на Вольской ГЭС есть специальный учебный центр Русгидро, где каждые 5 лет каждый работающий в Русгидро, вот, я имею в виду технический персонал, проходит через каждые 5 лет проходит переквалификацию. А вот вы сказали... Не говоря о том, что каждый год мы сдаем экзамены. Вот уже 56 лет вы сдаете экзамен. Каждый год. Это, значит, правила техники безопасности одно, а еще, значит, есть, значит, по эксплуатации, там вопросов немного, где-то порядка 170 вопросов, которые ты должен выучить наизусть, должен сдавать каждый год. Вы сказали интересную фразу, что если человек в течение 5 лет не задержался
ну или недостаточно там себя проявил именно на рабочем месте, значит, это не его работа, и ему не стоит продолжать. А вот по каким критериям можно понять, ну то есть как себя человек проявил или не проявил в работе? Ну, это, значит, во время работы ты наблюдаешь за ним, как он работу делает, с любовью, с охотой, или его надо подгонять. Вот тогда со стороны наблюдаешь и определяешь, как же все-таки относится он к работе, с душою или спустя рукава. А вот скажите, самого себя приходилось как-то подгонять вот, и заставлять? Ну, это обязательно, обязательно. Это вот. Иногда спрашивают, а что такое счастье? У людей разные понятия счастья. У меня, допустим, понятие счастья такое, если утром тебя неумолимо тянет на работу, а вечером неудержно тянет к семье, вот это счастье. Приятно, что в нашей студии такой счастливый человек оказался. Спасибо вам большое. И что бы вы пожелали своим коллегам вот в преддверии праздничной даты? Ну, ребята, единственное, как всегда мы говорим, вас ждут дома, так что берегите себя, соблюдайте техники безопасности, будьте счастливы и удачливы в работе и в семье. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. И это все на сегодня. Доброго вечера и до встречи в эфире.